Сегодня в нашей стране День памяти и скорби. Ровно 82 года назад в 4 часа утра началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной в истории. Вся Россия вспоминает тех, кто погиб на полях сражений, умер в плену и в концлагерях, скончался от голода и холода в тылу. Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Елена Знатулина. В нашей стране нет семьи, которой война не коснулась. Сегодня с 4 утра во всех городах и районах республики проходили акции памяти. Повсюду приспущены государственные флаги. С самого утра к мемориалам несут цветы и зажигают свечи. Память павших чтут потомки победителей. В Казанском парке Победы на митинг памяти пришли десятки человек. Ветераны, поисковики и юнормейцы. Со свечами в руках Казань присоединилась ко всероссийской акции. В парке Победы зажгли огненную картину из 25 тысяч свечей. В 12:15 страна замерла во всероссийской минуте молчания. В это время, 82 года назад, Левитан объявил о начале войны. Прервали вещание телеканалы и радиостанции, прекратили работу предприятий и торговые центры, остановился общественный транспорт. Так страна вспоминает 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной. Страшная новость о начале войны семьи застала по-разному. 22 июня 1941 года каждый ветеран отчетливо помнит, как сегодня, и вспоминают этот день со слезами на глазах. Абсолютно неожиданно. Пришел я в техникум, то есть технику в училище, получить диплом. Когда началась Великая Отечественная, Каве Хасанову было 16. Выпускник Челябинского техникума. Он шел за дипломом слесаря. Вместо выпускного – новость о начале войны. В училище ходит уже в военной форме и директор, и значит, некоторые мастера в военной форме. То есть они, наверное, так и были запасниками. Поэтому их уже успели призвать. Через неделю его с сокурсниками отправили на завод. Двух братьев Кави забрали на фронт. Сам он добровольцем ушел в 1943-м. Воевал на Смоленском, Белорусском, Украинском фронтах. Даже после ранения сражался за родину. Избегал только заместителя командира дивизии, чтобы он меня с тросточкой не застал. Меня предупредили, если ты с тросточкой попадешь, он тебя отправит в тыл. Все страдали, все ох, а мы так просто. Но мы еще не сознавали, что война такая будет голодная, холодная. Серафиме Римской 21 июня 1941 года исполнилось 13 лет. На следующий день после дня рождения началась война. Помнит, как все плакали в этот день. Отца забрали на фронт. С этого дня у нее и закончилось детство. Нас гоняли рубить дрова. В то время были паровозы. И для фронта каждый ребенок должен был по кубометру вот такой толщины дрова напилить. Вышли из клуба, разошлись. Через уже несколько часов начнется война. Об этом никто не знал. Сельская молодежь каждый день после работы собиралась на танцы в клубе. До ночи гуляли и 21 июня, вспоминает Зинат Хайрулин из села Шамбулхчи Апастовского района. Утром из соседнего села пришли и сообщили – началась война. Плакали женщины, потому что ждет, пока придет повестка. Уже некоторые ушли на войну. Забрали некоторых, 20 больше человек уже первый день собрались. Зинату Хайрулину в июне только исполнилось 18. Повестку ему принесли в августе 41-го, прямо в поле, где он работал. Тут же пошел прощаться с матерью. Подошел к ней, она уже чувствовала, что что-то не то. Сказала, что повестка, я сейчас же уезжаю в военкомат. Обнялись. Зинат Хайрулин признается, те страшные дни помнит, как сегодня. Прошел всю войну. Освобождал Московскую, Калужскую, Смоленскую, Калининскую, Брянскую области, Белоруссию, Польшу. Дошел до Кёнигсберга. После войны Зинат Хайрулин закончил педагогический институт. Работал учителем географии. Был завучем и директором местной школы. Заслуженный учитель Татарстана. И сегодня вспоминает начало войны со слезами на глазах. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, Ирек Хабибуллин, Лейсан Саитова, ТНВ, Татарстан.
Мы бережно храним нашу историю и всегда с уважением будем относиться к подвигу тех, кто защитил страну от врагов. Так премьер-министр Михаил Мишустин сказал сегодня в Казани. В Татарстан он прибыл с рабочим визитом. В аэропорту его встречали райс Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Сразу из аэропорта Михаил Мишустин отправился в Казанский парк Победы. Вместе с Рустамом Миннихановым и Игорем Комаровым он почтил память погибших в Великой Отечественной войне, возложил цветы к вечному огню колоннады Мемориала Славы. Из нашей республики на фронт ушли 700 тысяч человек, 378 тысяч из них не вернулись. В годы войны Татарстан был крупным тыловым центром. В республике разместились 70 эвакуированных предприятий. Трудовой героизм татарстанцев отмечен присвоением Казани почетного звания «Город трудовой доблести». Владимир Путин поручил выделить из Фонда национального благосостояния почти 42 миллиарда рублей на производство самолета Ту-214. Об этом решении президента сегодня объявил Михаил Мишустин. На предприятии трудовой доблести, Казанском авиационном заводе, где начали модернизацию и возобновили выпуск этих лайнеров, премьер-министр провел совещание по вопросам самолетостроения. Какие задачи предстоит решить, расскажет Дмитрий Аринин. Какое качество продукции дает модернизированное оборудование Казанского авиазавода, сегодня собственноручно проверил Михаил Мишустин. На предприятии возобновили выпуск гражданских лайнеров Ту-214 и стратегических ракетоносцев Ту-160. В обходе цехов председателя правительства сопровождали Рустам Минниханов, Игорь Комаров, Сергей Чемезов, главы Минпромторга и Минфина. Такое внимание Казанскому заводу обусловлено его миссией и решением президента России, который озвучили на совещании. Сейчас завод – это ведущее российское предприятие по проектированию, производству и послепродажному сопровождению и ракетоносцев, и лайнеров специального назначения. Здесь сегодня, как и в прежние времена, трудятся компетентные, талантливые специалисты, которые очень любят свое дело. Проект по серийному производству Ту-214 очень важен. По согласованию с президентом я хочу сообщить вам решение, которое принято было, оно было принято накануне. Это выделение 41,8 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект. Самолет Ту-214 – это гражданский лайнер, способный взять на борт до 200 пассажиров и пролететь около 6000 километров. Как отмечает его особенность в том, что среди комплектующих нет иностранных запчастей. Это вкупе со значительными финансовыми вливаниями должно помочь кратно увеличить выпуск этих самолетов. К 2025 году нужно выйти на 10 самолетов в год, а с 2027 до 20. И самое главное у нас мы создаем большой корпус, где уже можем развернуть производство этих самолетов. Значит, финансовые вопросы мы решим. Детально проработано, где какое оборудование закупается, какие нужны нам помещения, здания. Мы, Михайлович, все возьмем на контроль. Сейчас Казанский завод оснащают современными отечественными станками и модернизированным оборудованием. К примеру, появилась обновленная установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига крупногабаритных деталей. Таких габаритов установка, позволяющая сваривать такие толстостенные детали, как свариваются здесь, есть только в России. Аналогичные установки есть в Германии, в Соединенных Штатах Америки, но у них меньшие габариты и меньшая толщина свариваемых деталей. В целях модернизации Казанского авиационного завода был запущен участок высокопроизводительного оборудования. На нем находится 9 высокопроизводительных станков российского производства. Данное оборудование позволяет обрабатывать в несколько раз быстрее, чем не на модернизированных станках. Еще одна приоритетная задача – квалифицированные кадры. Сейчас на Казанском авиазаводе трудится более 8000 человек. Для увеличения производства запущена программа по привлечению дополнительных специалистов. Им будут помогать жильем, предоставлять арендное и субсидировать ипотеку. Об этом в разговоре с заводчанами рассказал Михаил Мишустин. Идет целый ряд
специальных мер для того, чтобы компенсировать в случае переезда сотрудников и найма сотрудников из других регионов затраты, в том числе на фонд оплаты труда и на все издержки, связанные с переездом человека на место. Я думаю, что мы обязательно подумаем, как это сделать, и уверен, что еще Рустам Нургалиевич здесь активно поучаствует, чтобы и Республика Татарстан тоже помогла. Сейчас в России утверждена программа развития авиаотрасли до 2030 года. По ней в стране должны произвести более 1000 гражданских судов. Потребность в самолетах Ту-214 уже на сегодня составляет 150 единиц. Дмитрий Аверин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Здесь же на Казанском авиационном заводе состоялась двусторонняя встреча Михаила Мишустина и Рустама Минниханова. Председатель правительства сказал, встреча проходит на одном из известных авиазаводов страны, перед которым стоит задача по увеличению объемов производства 20 машин в год. Средства на это выделены, проект поддержал Владимир Путин. Михаил Мишустин выразил уверенность, что республика сможет нарастить объемы. Рустам Минниханов подчеркнул, событие судьбоносное для предприятия. Все решения приняты, президент поддержал, в том числе выделение средств из Фонда национального благосостояния. И то, что сегодня мы видели, это обсуждение всех планов по масштабу, по масштабированию производства. Думаю, что фактически задача решаемая и уверен, что нарастить вы сможете это до 20 изделий в год. Сегодня для этого завода это судьбоносное мероприятие. На самом деле, по большому счету, мы построили новый завод, и сейчас ее дооснастим, и он будет способен выполнять все и государственные задачи, связанные с оборонно-промышленным комплексом, но и гражданской авиацией. 20 самолетов, 214 это реальный проект, он глубоко проработан и по поставкам оборудования, и по подготовке специалистов. Все те задачи, которые руководство страны ставит, мы выполним. Пресс республики доложил председателю правительства актуальные показатели экономики Татарстана с начала года. В 2022-м, несмотря на санкции и экспортоориентированность более чем половины выпускаемой в республике продукции, экономика Татарстана выросла по объему производства на 6%. В этом результаты не менее положительные. Выросли объемы предприятия ПК и строительных работ. КАМАЗ импорта заместил комплектующие флагманского грузовика К5. В этом году в республике будет запущен участок трассы Н-12, в следующем комплекс Этилен-600. Почему это так получается? Конечно, мы благодарны нашему президенту Владимиру Путину, вам, Михаил Ильич, постоянно на контроле все состояния экономики. Вот в прошлом году наши предприятия получили федеральные и республиканские поддержки на 70 миллиардов. Михаил Мишустин поблагодарил руководство республики за успехи в промышленности и обретении технологического суверенитета. По словам главы правительства, за таким результатом видна сложная работа по подготовке кадров, внедрению новых технологий и налаживанию сложной кооперации с поставщиками отечественного оборудования. Все это очень такие сложные элементы современного технологического производства. Знаю, что в республике этим серьезно занимаются, и хочу вас за это поблагодарить. Но по социальным проектам, по здравоохранению, по образованию знаем также, что показатели очень хорошие у вас, и хочу пожелать всем здесь работающим, живущим людям удачи и успеха. Большое спасибо, Михаил Ильич. На самом деле, таких объемных государственной поддержки с федерального бюджета за весь период моей работы в республике мы еще не видели. И чтобы нас Всевышний не бросил, вот эта работа дальше была продолжена. Люди это видят и очень благодарны руководству страны. В Татарстан сегодня прибыл и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он участвовал в мероприятиях, приуроченных ко Дню медработника. Утром с раисом республики Рустамом Миннихановым в Дербышках открыли новую детскую поликлинику. Она построена по национальному проекту здравоохранения. Этого события родители 11 тысяч малышей ждали годы. Новое здание в центре Дербышек, игровая площадка напротив. Увидеть, какой получилась современная детская поликлиника в поселке города, приехали Рустам Минниханов и глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Этот проект реализован совместно с федеральным бюджетом и региональным бюджетом, поэтому такое синергия, усиление, оно позволяет нам сегодня быстро двигаться по обновлению инфраструктуры. Есть за что гордиться. И, Михаил Ильич, вот все ваши наставления в части
работы, тех показателей, которые мы должны достичь, они будут обеспечены. После вручения символического ключа главному врачу гости прошли внутрь. А система здесь какая стоит? Все. Айсомиация у нас, все. Все работает, все устраивает. Электронная история есть болезни здесь уже? Да. Все вводим. Полностью в электронном. Да, все полностью оформляем. Такой современной детская поликлиника Дербышек стала за год работы, начали в мае 22-го. Раньше на этом месте находилось ветхое двухэтажное здание, переделанное в поликлинику из бывшего детского сада. Еще 2 корпуса располагались в других частях города. На прививки и осмотр мамам приходилось ездить по всему Советскому району. Площадь была в среднем около 1000 квадратных метров. Сейчас созданы условия на 6300 квадратных метров. Получается, больше чем в 6 раз увеличилась площадь поликлиники в Дербышках. Здесь наши дети будут дышать насыщенными соляными аэрозолями. Сейчас это не только лучшая поликлиника Дербышек, но и первая в городе, где, например, есть галокамера. Дети будут получать и профилактику, и лечение, заболевания органов дыхания, заболевания лор, заболевания кожи, нервной системы. В поликлинике всегда был кабинет ЛФК. Сейчас, по мнению маленьких пациентов, он стал намного просторнее. Тогда была маленькая какая-то, не очень удобно было. 2 этажа всего лишь, а тут такая большая больница. Мне нравится. На 4 этажах расположились травматологические, лабораторные, инфекционные, хирургические блоки, 10 педиатрических участков, несколько игровых зон. Лечить и помогать будут 125 медиков. Новая поликлиника – это, конечно, и новое оборудование, современное и в то же время импортозамещенное. Пример – вот этот рентген-аппарат, который ничем не уступает своим зарубежным аналогам. Те же стандарты, те же высокие технологии, и все произведено в Санкт-Петербурге. Особые условия созданы и для молодых мам. Для них есть отдельные комнаты матери и ребенка. В одной из них Рустам Миниханов и Михаил Мурашко побеседовали с мамой двойняшек. Вот бабушка наша, да, это мама. Наша старая поликлиника была очень тесная, детишкам играть негде было, стукались друг от друга родители, прям прижавшись к стенке стояли. А здесь очень хорошо, просторные кабинеты, просторные коридоры. По плану новая детская поликлиника рассчитана на 180 посещений в сутки, но сможет принять до 400 пациентов. Сейчас в Дербышках проживают 11 500 детей. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Возвращаемся к главной теме дня. Ко Дню памяти и скорби Рустам Миниханов в соцсетях разместил ролик. Видео он сопроводил текстом. Ранним утром 22 июня 1941 года Гитлер вероломно напал на Советский Союз. Проявив героическое мужество, миллионы советских граждан защитили родину ценой своих жизней. Мы храним эту память и скорбим, написал Рустам Миниханов. За мать с отцом, за добрый дом. Как пробудить в молодежи патриотизм? Чего не хватает сегодня в патриотическом воспитании и кто за него ответственен? Эти вопросы сегодня обсуждали депутаты Госсовета с участием Фарида Мухаммедшина на выездном заседании в Пестричинском районе. Парламентарии также ознакомились с работой подростковых клубов. Вероника Ганудинова подробнее. Минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Фарид Мухаммедшин и депутаты Госсовета сегодня возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза Галимзяна Камалеева в Пестричинском районе. Его установили на территории лицея имени Героя в Новом Шигалеево. Сегодня памятный день. Святая трагическая дата нашей истории, 82-я годовщина начала Великой Отечественной войны. К памятной дате в лицее выставка. Фронтовые трофеи, письма, боевое оружие, фотографии героев. В Пестричинском районе 3 героя Советского Союза. Василий Осипов, Петр Гаврилов и Галимзян Камалеев. На выставке представлены и их личные вещи. В памятный день парламентарии на выездном заседании обсуждают патриотическое воспитание молодежи. Сегодня в республике больше миллиона людей от 14 до 35 лет. С 2014 года действует подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи». Работают военно-патриотические центры «Форпост», «Авангард», проводят военно-спортивные игры «Зорница», «Победа». Однако нужно больше внимания уделять гражданскому патриотизму, говорит глава Минмолодежи. Нам еще больше нужно рассказывать о молодых ученых, о молодых предпринимателях, о профессионалах. Молодой хирург, который каждый день
спасают жизни людей, или молодые учителя, которые воспитывают нашу молодежь. Білім беру программалары елдан ел камилләшә бара дип сөйләшәбез. Аларда ул эчтәлек арта барамы безнең? Какие программы по воспитанию работают в школах, уточняет у замминистра образования Марат Ахметов. Алсу Асхадуллина рассказала, с нового учебного года в школах появится советник по воспитанию. Во всех уроках у нас обязательно есть компонент воспитания. Мы немножко упустили в свое время и ударились в подготовку качественного, хорошего образования, в подготовку к тому же ЕГЭ. Теперь осталось еще нам в воспитательную духовную часть детей наполнить. На заседании отмечают, работу над патриотическим воспитанием нужно усилить и в центрах доп. Образования. На наш взгляд, усилить работу именно в детских таких организациях, как подростковые клубы. У нас очень много организаций дополнительного образования. Конец апреля, 45-й год. Как работают подростковые клубы, депутаты ознакомились в Казани. Этот клуб «Лимонад» работает с 2016 года. Здесь театральная, танцевальная студия, школа ИЗО, гончарная мастерская, спортивная секция. Есть чем заняться, и это как бы интерес развивает как-то человека, то есть чтобы он увлекался чем-то. В Казани сегодня 66 подростковых клубов. Их посещают больше 18 тысяч ребят. А чем занимаются остальные дети, задается вопросом Фарид Мухаммедшин. Еще раз. Значит, посмотреть, где мы не дорабатываем, где наши резервы, что можно еще сделать для того, чтобы помочь молодым людям сориентироваться. И не только в вопросах патриотизма, и профессиональной подготовки, по образованию, по выбору профессии. Сейчас депутаты работают над законопроектом о патриотическом воспитании. Создана рабочая группа. До конца года законопроект планируют вынести на обсуждение в Госсовет. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Пестричинский район. Они помнят подвиг своих дедов и прадедов, чтут их и благодарят за победу. Так говорили участники всероссийской акции. Памятное шествие и 25 тысяч свечей как символ общей скорби. Как это было, увидела Сирина Васильева. Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Это объявление по всей стране прозвучало ровно 82 года назад в 12:15. И жизнь почти 200 миллионов человек разделилась на до и после. Началась Великая Отечественная война. Татарстанцы участвовали во всех ее решающих сражениях. На фронт из республики было призвано порядка 700 тысяч человек. Каждый второй из них погиб. Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы. Это доказывает акция «Свеча памяти». 22 июня в ночной тишине по всей России зажигаются огоньки в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Памятное шествие в Казани началось в 2 часа ночи с памятника неизвестному солдату в парке Горького. С зажженными лампадными свечами прошли сотни активистов молодежно-патриотических организаций. Фанис Мунаваров присоединился к акции в память о своем прадеде Саяфе Валитове. На фронт ушел в 41-м и пропал без вести. Для меня это очень важное мероприятие, потому что мы таким образом считаем память тех, кто сложил головы за наше будущее. У Романа Тургенева прадед воевал под Ленинградом, попал в блокадное кольцо и погиб. В Ленинграде был сильный голод. 90% всех погибших это как раз от голода. В случае прадеда. Он захоронен на братском захоронении на Пискаревском кладбище. Мне даже удалось туда съездить. Конечная точка траурного шествия – вечный огонь в Парке Победы. В свете тысяч огней всех погибших в годы Великой Отечественной почтили минутой молчания. Мы уже, наверное, лет 6 приезжаем, возлагаем цветы. Если мы историю забудем, значит, наше Отечество можно похоронить. Поэтому нельзя забывать. Даже если говорить про моих прадедов, оба они пропали без вести под Сталинградом. И, конечно же, я их помню и чту. И нам нужно передавать это следующему поколению, потому что мы то последнее поколение, которое видит ветеранов вживую. Этой ночью зажгли в Парке Победы 25 тысяч свечей. Получилась огненная картина войны. Это легендарный танк Т-34, тот самый колхозник Татарии. Так прозвали его в народе. В 1942 году по инициативе молодежи Сабинского муниципального района был осуществлен сбор средств. Сельские жители смогли собрать довольно большую сумму
купить на эти деньги около 200 танков, построить, точнее, около 200 танков, передать их на линию фронта. У нас пришли с мечом, когда нацисты решили завоевать Россию. И оно продолжается по сей день. Это нужно помнить. Это нельзя забывать ни в коем случае. Тысячи свечей памяти загорелись сегодня по всей стране. Во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Казань – одна из них. Это олицетворяет стела. Сегодня от нее до парка Урицкого казанцы прошли 1418 метров. Именно столько дней длилась война. Сирина Васильева, Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ «Казань». Это были новости Татарстана. Далее прогноз погоды с Аделиной Зарифовой. А я с вами прощаюсь. До встречи. Нагада ползучего, нагада летучего, на всякого гада. Кра, то, что надо. Один пшик, насекомым кранты в один миг. Кра, насекомым кранты. Этим летом смотри, чувствуй, радуйся. Все будет хорошо. Он мне нравится. Такой экономичный. Перед ним невозможно устоять. Эту дверь хочется открыть. Стильный, энергоэффективный, знаменитый. Холодильник Позис. Легенда российского холода. Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 22 июня по 2 июля. Колбаса конская. Родные места. 149 рублей. Во всех магазинах и с доставкой. Лента. Премиальный внедорожник Exit – это технологии, комфорт и уверенность на дороге. Только в июне в Exit-центре РРТ с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв на Чуйкова 54Б. Звоните 207-2080. Максимально низкие цены. До 25 июня холодильники от 14 990. Погода в доме. Журналистов 101, Горьковское шоссе 30, проспект Победы 78. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. В аптеках Фармленд летняя фишка. Покупай в Фармленде, получай фишки, обменивай на подарки. Подробности в аптеках и на сайте farmland.ru. Здравствуйте! Температура в республике по-прежнему ниже нормы. Наблюдается и дефицит осадков. Какой будет погода в предстоящие сутки, узнаем через несколько секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. А теперь поговорим о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево ожидается малооблачная и сухая погода. Ночью 7 градусов тепла, днем чуть теплее, чем накануне, около 17 градусов со знаком плюс. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге переменная облачность и без осадков. В ночное время ожидается около 9 градусов тепла, а днем плюс 18. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше вероятность осадков небольшая. Ночью 9 градусов тепла, а днем теплее, до плюс 18. В Арске, Кукмаре и Балтаси небольшая облачность. Осадки не ожидаются. Ночью около 8 градусов тепла, днем не выше 19 градусов со знаком плюс. Теплее всего будет в Болгаре, Дрожжаном и Буинске. Ожидается малооблачная погода без осадков. В ночное время до 10 градусов тепла, а в дневное время потеплеет до плюс 20. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше погода также не летняя. Ожидается около 8 тепла в ночное время, днем до плюс 19. Вероятность осадков по-прежнему минимальная. В субботу еще немного потеплеет, но повсеместно пройдут дожди. В честь своего юбилея агрофирма «Родные края» Туган-Як приглашает жителей и гостей Республики Татарстан на праздник Сабантуй, который состоится 1 июля 2023 года в селе Милятамак Муслюмовского района. Начало в 16:00. Добро пожаловать!
Агрофирма «Родные края» Туган-Як в этом году празднует юбилей. Нам 20 лет. В честь юбилея приглашаем вас на национальный праздник Сабантуй, который состоится 1 июля в селе Мелля-Тамак Муслюмовского района. В программе праздничный концерт, розыгрыш ценных призов, специально приглашенные гости, народная артистка Республики Татарстан Резеда Шарафиева, заслуженный артист Республики Татарстан и Республики Башкортостан Ришат Тухватуллин. Начало в 16:00. Нужно выбрать подарок? С Флау-Вау это легко. Например, этот торт. Или этот. На 1 миллион подписчиков. Для бати. На день рождения. И на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На Флау-Вау есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Если кто-то хмурится и нагоняет тучи, закажите ему сюрприз на Флау-Вау, маркетплейсе необычных подарков с доставкой от 30 минут по всей России. Пусть букет из тропических цветов и сочные капкейки вернут солнечное настроение. В столице Татарстана малооблачно, пока что без осадков. Ночью около 10 градусов выше 0. Днем теплее до плюс 21. Ветер юго-западного направления умеренный. Атмосферное давление и влажность воздуха в пределах нормы. Магнитное поле Земли по-прежнему спокойное. Одевайтесь по погоде, ведь лето нас теплом не балует. Но есть и особая прелесть в такой погоде. Согревайте друг друга своим теплом и душевными беседами. В студии была Аделина Зарифова. До встречи!